Ви безмолвник сумерках души, где рушатся устоявшиеся представления и колеблется самоидентификация, наступят сами страшни, но и сами необходимый рассвет. Тот, в котором мы обнаруживаем себя обнаженными перед своей внутренней истиной. Это мгновение не сулит ни предостережений, ни триумфов, но действует подобно теллурической силе, способной растворить маски, не спровернуть роли и заставить полностью сдаться подлинному бытию, где любая иллюзия растворяется, уступая место неумолимым глубинам существования. Начало внутреннего пробуждения никогда не предвещает своего прихода. Ни вспышка не пронзет небо, ни предупреждение о том, что жизнь вот-вот рухнет изнутри, лишь чтобы вновь собраться в непредсказуемой форме. Оно формируется в тишине, отчуждающей и почти жестокой тишине, где то, что когда-то утешало, внезапно становится пустым, а то, что казалось прочным, обретет постоянство иллюзий. Это не безумие, хотя оно и разделяет эго-дрожь. Это не депрессия, хотя бездна может поглотить любую уверенность. Это медленный тектонический сдвиг личности, уступающий место неизбежному вопросу, кто я, если не то, кем я себя считал. И в тот момент, когда этот вопрос зажигает душу, пробуждение уже началось. Духовное пробуждение проявляется не как яркий рассвет, омывающий каждую рану миром, а как разрушительный огонь, сжигающий ложное и обнажающий подлинное. Это процесс распада, постепенного освобождения от бессознательных масок, которыми, сами того не осознавая, носили, чтобы видеть, быть частью чего-то или быть любимыми. Юнг предупреждал, что просветление достигается не воображением света, а осознанием тьмы, ибо когда жизнь начинает рушиться, когда узы рвутся, а мехты меркнут, мы сталкиваемся не с концом, а с началом. Однако это начало имеет привкус смерти. Смерти без опасности, предписанных ролей, идентичностей, вючених на узладу мира. Эпицентр этой метаморфозы, разрушение личности, социальной маски, созданной для принятия, оценки или одобрения. И исцеление может находиться только с решимостью разобраться в том, что она скрывала. Под маской живет ten, которая не противник, а хранилище подавленного потенциала, отрицаемых эмоций и скрытых истин. Ten собирает воедино все, что было погребено, чтобы казаться приемлемым в мире, который карает за подлинность. Она хранит неразрешенное горе, подавленный гнев и изгои желания, которые теперь рвутся наружу. И это пугает, потому что нас научили бояться собственной глубины. В это время как самый радикальный парадокс заключается в том, что именно то, чего мы боимся, есть путка нашей целостности. Пробуждение можно пережить не бегством от тени, а принятием ее как необходимого собеседника. Нужно смириться с ее неприятными истинами, позволив гневу раскрыть, где лишился голоса, позволив печали указать на внутренние глубины покинутости, позволив страху стать компасом для защиты себя и своих границ. Ten не разрушит. Именно сопротивление и создает трещину. Юнг называл этот процесс путем к целостности, путем, который не совпадает с совершенством, а с интеграцией, поскольку, только отказавшись от иллюзий чистого света, можно стать истинным, обнаженным, подлинным. И ведь в наготе мы не становимся менее, а более подлинными. Исцеление происходит не потому, что мы обретаем мир, а потому, что мы перестаем притворяться, будто уже его достигли. Мир не может быть основан на лжи, и большая часть социальной идентичности – это клубок унаследованной лжи, усвоенных шаблонов и стратегий выживания, которые пробуждение растворяет, оставляя душу беззащитной и уязвимой. Эта дезориентация священна, поскольку она образует мост между вымышленным «се» и подлинным. Современный мир учит искусству побега через отвлечения, зависимости, гиперпродуктивность или самодовольство, но от души не убежать. Она разрушит то, что казалось незыблемым, чтобы вернуться к истине. Отношения, основанные на самодовольстве, угасают, профессиональные пути, основанные на семейных, ожиданиях, рушатся, защитные механизмы ослабевают настолько, что заставляют нас по-настоящему чувствовать,
И часто именно во етот момент многие сдајуција. Не из-за недостатка сил, а по тому, што никто не подготовил для ник темнују почву для подлиного пробуждења. Многие не терпијат нојдах, их просто не предупредили, што свет часто пројавляецца как колапс, и поетому они заглушајут бол, подављајут тоску и повторяјут старие шаблони, називаја ето исцелением. Однако истинно исцеление заклучаецца не в том, што би погасит бол, а в том, кто би наконец понят ејо смисл. Кто би перечит пробуждение, нужно отказаться от идеи самоисцеления и вместо этого научиться наблюдать за собой, наблюдать за происходящим во внутреннем мире без осуждения. Мы должны исследовать свои страхи, не отождествляясь с ними, переносить свои раны, не сгибаясь под их тяжестью, говорить невысказанную правду, даже когда наш голос дрожит, потому что каждый акт внутренней искренности освобождает от давления иллюзий. И всякий раз, когда мы выбираем осознанное молчание вместо побега, наша нервная система перестраивается, словно психика обретает потерянный ритм. Каждое решение, которое ставит интуицию выше внешнего подтверждения, представляет собой ритуал восстановления самоуважения. И это восстановление никогда не бывает изолированным жестом, а ежедневной дисциплиной, молчаливым поклонением внутреннему миру. Схизн без определености становится тогда самым звященным актом, потому что этот путь обходится без всякого притворства, но восстанавливает все подлинное. Если вы чувствуете, что эти слова затрагивают ваши родовые струны, и узнаете в них свой собственный путь, даруйте мне вашу поддержку. Не как бесплодный жест, а как символический акт присутствия, резонанса и смелости на пути к вашей собственной трансформации. Тело ощущает истину прежде, чем разум успевает ее усвоить. Напряжение в груди, пустота в желудке, усталость, которую не может снять никакой отдых. Это не случайные события, а послание бессознательного. Душа говорит через симптомы, когда ее шепот игнорируется, превращая тело в древний язык, требующий расшифровки. Когда тело не выдерживает, возникают эмоции, а сны наполняются загадочными символами. Мы должны прислушаться, ибо беспорядок – это не безумие, а обшкение. Юнг утверждал, кто сни – это руководящий голос бессознательного, символические вместилища фрагментов утраченного. Требующие признания, а угрожающие фигуры представляют собой не врагов, а изняные аспекты самой психики, ожидающие реинтеграции. Перечит пробуждение означает перестать считать внутренний опыт несущественным и принять интуицию как компас, даже зная, что следование ей означает сбиться с пути. Это требует отказа от привычных путей, переосмысления унаследованных правил и отказа от иллюзий контроля, поскольку пробуждение основано не на накоплении знаний, а на odverzení всего, что не соответствует сути. В этой пустоте рождется новая свобода. Дикая тишина, трепетная тишина, не требующая подтверждения. Ибо путешествие души одиноко не из-за отсутствия товарищей, а потому, что мало кто понимает такую глубину. Однако цель не в том, чтобы быть понятым всеми, а в том, чтобы помнить себя, даже когда, кажется, никто не видит. Исцеление – это не зрелище, а безмолвное восстание души против уз, которые ее сковывали. В определенный момент что-то меняется, нерезконно ощутимо. Вы начинаете заново воспринимать себя, не в облак, созданном для любви, а в изначальной сущности, которая всегда ждала своего часа. Хаос сохраняется, но отношение к нему меняется. Вопрос уже не в том, почему это происходит со мной, а в том, кему это пытается меня научить. Страдание перестает быть обвинением и становится порталом. Подобно тому, как то, кто когда-то причиняло боль, становится лекарством, а страшная тьма, знакомой пешкерой, местом вновь обретенного огня. Это поворотный момент не потому, что существование становится слаще, а потому, что внутренне углубляется, вновь открывая единство, больше не ограниченное чужим осуждением. Человек учится чтить тишину, принимать тень, говорит правду, не смягчая обстоятельств.
И виетом важнейшим зесте заключеция самовизивание. Человек визивет не возвращаясь к тому, кем он был, а становясь тем, кем он был всегда, под шумом мира. Юнг напомнил нам, что индивидуация – это непрерывное развитие, а не цель, и теперь этот процесс воплощается в повседневной жизни, освобождаясь от ожидания внешнего одобрения. Мы идем рядом с другими, не выше и не ниже, но с обновленной целостностью, потому что образ нашей прежней идентичности больше не имеет никакой ценности. Из этой внутренней могилы возникает священная версия, не лишенная ран, но осознающая их функцию, способная переносить боль не как осуждение, а как источник мудрости. Мир – это уже не внешняя цель, а внутренняя позиция, когда мы перестаем притворяться, что жизнь безоблачна, и отказываемся от наивного поиска справедливости в непредсказуемом. Смирение становится силой, потому что в нем мы открываем непобедимую истину. Способность противостоять любым бурям, не сдаваясь. И так мы узнаем, кто пережит пробуждение. Это не значит подняться в чистоте, а значит задержаться среди руин того, кем мы были, и выбрать остаться. С каждым вздохом мы становимся своим собственным убежищем, землей и небом нашей собственной бури, и мы больше не ищем света, потому что учимся генерировать эго, фрагмент за фрагментом. Когда оно щет, это сияние не предназначено для того, кто бы эго видели, а призвано напомнить нам о способности души гореть даже в самой темной пещере. Древняя версия самой себя, та, кто молила о любви, таила в себе силу или безhala от конфликтов, погибает в огне и из этой смерти рождается настоящая метаморфоза одновременно яростная и нежная. Мы больше не извиняемся за свою резкость и не разбавляем правду, чтобы успокоить, потому что подлинность – это не декорация, а выживание. В мире, построенном на масках быть собой, сами революционный поступок. Выбирая этот путь, вы идете по лезвию бритвы, отделяя правду от ужаса, и происходит нечто неожиданное. Ваш взгляд на других становится ясный, он больше не затуманен осуждением, а наполнен состраданием. Вы распознаете страх за жестокостью, стыд за контролем, раненого ребенка за защитой других, и это понимание не заставляет вас продолжать страдать, но развеивает иллюзию, кто другие, враги, с которыми нужно сражаться. Больше не нужно побеждать в войнах, чтобы доказать свою ценность. Человек учится уходить не из слабости, а потому, что его собственный мир говорит громче, чем хаос снаружи. Это зрелость пробуждения. Оно не нуждается в фанфарах. Оно дышит в тишине, оно не оправдывает свои границы. Он уважает их без чувства вины. Те, кто идет по этому пути, снова и снова пересекают огонь. С бдительным оком и непоколебимым знанием. Я все еще здесь. Я все еще становлюсь. Никто не сможет отнять эту победу, ибо когда мир давит, а смятение пытается утащить нас обратно в небытие, что-то в наших костях помнит. Пусть даже не идеально и не сразу. Ты больше не маска, ты больше не прошлое, ты больше не рана, ты больше не то, что ушло, а то, что остается. Ты становишься тишиной под криком, пространством между мыслями, сознанием, которое наблюдает за огнем и решит восстать вновь. И эта память не концептуальная, а инстинктивная, выписанная в клетки. Вы дышите глубже, отдыхаете без чувства вины, плачете без стыда, любите, не теряя себя, и начинаете свободно говорить на языке души. Этот язык не движется по прямой, не рассказывает гладких историй, но выражается в символах, синхронизмах, внезапных интуициях и смелых мечтах, выходящих за рамки рационального порядка. Мы больше не требуем определенности. Мы танцуем с неизвестностью. Мы больше не боготворим контроль. Мы предаемся тайне. И эта тайна не пуста. Она живое, подобное матрице пространство, в котором безмолвно рождаются чудеса, и величайший из них – возвращение к себе, не к месту или человеку, а к себе, от которого пришлось отказаться, чтобы выжить. Это мой, оставленное в ожидании под тяжестью боли и стыда, охраняло путь,
И пробуждение ест его возрождение. Не шумное, не театралное, а конкретное, воплошкионое, заслученое. Никто не может разрушить эту интеграцию, ибо конечная стадия пробуждения, не бегство, а воплощение, искусство чить своей истиной в теле и в мире. Речь идет не о возвышении над человечеством, а о более глубоком проникновении в него с нетронутой душой. Это не отвержение мира, а выбор созерцать его исцеленным взором, не покидая тело, чтобы ощутить божественность и не убегая от реальности, чтобы обрести покой, потому что человек становится мостом между духом и формой, между небом и землей, между прежним Аси и Сай, находящимся в процессе изменения. Они объединяют рану и мудрость, страх и огонь, хаос и тишину, избавляя нас от необходимости выбирать между одной и другой сторонами. Именно интеграция всего спектра человеческой природы делает нас целостными, а менее известная истина пробуждения заключается в том, что оно делает нас не особенными, а подлинными. Оно не возвышает нас над другими, но ведет к более глубокой связи с ними. Пробуждение смиряет его, разбивает доспехи, обнажает сердце, а затем постепенно восстанавливает существо, облекая его в кости истины и кожу любви. Любовь, исходящая из него, не наивна, но закалена о нем. Ей не нужно исправлять других, она просто видит их. Из этого взгляда рождается нечто священное. Мы живем уже не как представление, а как присутствие, не как автоматическая реакция, а как осознанный отклик, не как продукт прошлого, а как проводник чего-то вневременного. Это выживание, это исцеление, это пробуждение, и отсюда мы начинаем заново. Мы начинаем заново, не бегая, а присутствуя, не гонясь за просветлением, как за трофеем, а идя босиком по жизни с благоговением, смирением и удивлением. Иллюзии рухнули, и осталось только то, что реально, дыхание, границы, истина, битие. В этой тишине открывается некто, утраченное в спешке, в попытках укрытия, в безумии поиска. Никогда не было нужды становиться кем-то другим. Под обыденностью, стыдом и унаследованным страхом человек уже был целым, не идеальным, но полным. И презираемые части не были недостойны любви, просто не были услышаны. После крахов и возрождений мы учимся по-настоящему слушать. Мы больше не заглушаем печаль поспешно, мы позволяем ей говорить. Мы не демонизируем гнев, мы подвергаем сомнению границы, которые он нарушает. Мы не скрываем страх, мы следуем за ним к истории, которая его породила. Это самая радикальная форма любви к себе. Не та, кто сводится к утешительным фразам, а та, которая требует мужества и присутствия. Мы принимаем боль как старого друга, которому можем сказать: «Я вижу тебя, я не уйду». И когда мы любим друг друга с этой безусловной преданностью, нервная система перезагружается, отношения преображаются, желания очищаются, потому что мы больше не ищем, чтобы нас выбирали, ведь мы уже выбрали себя. Вы перестаете устраивать спектакль ради любви, потому что больше не верите, что любовь нужно заслуживать самопожертвованием. Вы больше не чувствуете себя потерянным. И когда мир пытается заманить вас обратно в небытие шумом, хаосом и пустыми моделями успеха, вы реагируете не паникой, а осознанной паузой. Мы возвращаемся к дыханию, к присутствию, к освященности момента, понимая, что то, что когда-то называлось раем. Это не отдаленное место, а качество сознания, обитающее внутри. Как только завеса спадает, мы больше не хотим возвращаться. И по правде говоря не можем, потому что пробуждение меняет сами корни нашего бытия. Человек воспринимает, чувствует и существует иначе. Он не путешествует по миру, он позволяет душе течь в нем. Он не пытается им управлять, он сотрудничает с ним. Он становится своего рода живым камертоном истины, зеркалом для тех, кто в нахале пути. И без проповедей одно лишь его присутствие становится неявным разрешением. Мы даем другим разрешение чувствовать, падать, подниматься, исцеляться, воспоминать, потому что именно так движутся те, кто пробудился, не шумно, не отчаянно,
а подобно воде, достаточно мягкой, чтобы тех, достаточно плотной, чтобы вырезать скалу. Они не гонятся, они притягивают, они не умоляют, они воплощают, они не манипулируют, они притягивают. Oni poняли главный парадокс. Когда ты отказываешься от потребности быть увиденным, ты становишься светящимся. Когда ты перестаешь доказывать свою ценность, ты становишься неоспоримым. Когда ты перестаешь бояться собственной тени, ты становишься светом. Не потому, что изнял тому, а потому, что принял ее до уровня преображения. Это не духовное бегство, а духовное воплощение. Юнг не обещал легкости этого пути. Он предупреждал, что он будет разрывающим, но так се заверял, что то, что остается после разрыва, реально, собственная сущность, огонь, очищение от лжи, острая и неизменная истина. Когда идешь в этой истине, внешняя реальность начинает ее отражать. Ты притягиваешь людей, которые видят душу, а не только образ. Ты создаешь связи, которые питают, а не истощают. Ты строишь жизнь, которая целостна, а не просто ярка. Возможно, впервые ты испытываешь мир, зависящий не от совершенства событий, а от совершения борьбы с собой. Это окончательная интеграция, не финишная черта, а возвращение. Ты спустился во внутренний мир, встретился с демонами, танцевал с тенями, оплакал бесчисленные версии себя. Теперь уже не существующего, и по ту сторону чувствуешь, как твое тело укоренено в чем-то, что не трепещет. Это не эго, а глубинное я, вечный наблюдатель, нерушимое ядро, которое никогда не прекращает своего существования, даже когда сознание отступает. Это я интересуется не ролями, титулами, аплодисментами или признанием, а лишь одним, жизнью как воплощенной истиной. Ему нужна наша полнота, а не наша игра глубина, а не формальное совершенство. И теперь мы наконец можем предложить себя ему, не потому, что все расшифровали, а потому, что перестали притворяться, что должны, сняли доспехи, сожгли сценарий. Глядя во внутреннее зеркало, человек произносит трепетное: «Да, я готов встретиться здесь с собой». Эта священная готовность преобразует боль в цель, хаос в ясность, тьму в свет, и пробуждение перестает быть чем-то из ряда вон выходящим и становится ежедневной, сознательной практикой. Каждый день, с каждым вздохом мы выбираем правду вместо иллюзий, присутствие вместо побега, любовь вместо страха. Это путь, который не должен быть шумным, но подлинным, и он уже есть. Потому что в глубине души мы понимаем, почему нам пришлось распасться, теряя людей, места и идентичности, которые мы использовали как якоря. Это было не наказание, а подготовка. Старые структуры не могли вместить широту расширяющегося «я». Роли прошлого были слишком узки для необъятности души. Прежняя жизнь, хоть эстетически правдоподобная, оказалась слишком узкой для надвигающегося пробуждения, и поэтому все рухнуло. Расширение требовало и того. Мы не умирали, мы менялись, мы не ломались, мы открывались. Вселенная не покидала нас. Она звала нас внутрь, в святилище тишины, где ничто внешнее не может причинить нам по-настоящему вреда. В этом пространстве мы открываем величайший дар. Мы самодостаточны без маски. Мы целостны без притворства. Мы ценны тем, что предлагаем другим, а тем, кто мы есть в извященном одиночестве собственной кожи. Мы перестаем делать, чтобы нас понимали те, кто не призван разделить с нами наш путь. Перестаем созываться, чтобы не мешать. Перестаем торговать своей правдой в обмен на кроки одобрения. Мы выбираем соответствие вместо привязанности, мир вместо показухи, подлинность, даже когда она изолирует, понимая, что лучше быть одному и целостным, чем окруженным и оторванным от себя. Постепенно одиночество превращается в священное уединение, пространство силы и исцеления, где мы учимся наслаждаться своим присутствием.
Мы открываем себя как свое собственное убежище, своего собственного проводника, свой собственный источник люби, и именно тогда, когда мы перестаем гоняться за связью, чтобы заполнить пустоту, рождается новая форма контакта. Возникающие отношения основаны не на подтверждении, а на резонансе. Душа к душе, реальность к реальности, отрачая истину, за которую мы боролись. Мы говорим по-другому, оставляем место для пауз, слушаем всем телом, доверием тишине между словами. Мы улавливаем нюансы, которые другие пропускают, не из чувства превосходства, а потому, что наше присутствие стало ясны, а шум, который раньше мешал нашему внутреннему сигналу, растворился. Ложь мертва, стыд растаял, и остается лишь тихая ясность бытия. Эта ясность не нуждается в крике, она ориентирует как компас, а не карта, и не нужны все ответы, а лишь следующий верный шаг, а затем еще один и еще один. Мы идем, ставаясь, не в поражении, а в силе тех, кто понял, что цель, не контроль, а господство. Господство приходит не от грубой силы, а от потока, от искусства двигаться вместе с жизнью, а не против нее, от танца с неопределенностью, от смягчения души там, где она когда-то была закостеневшей. Эта мягкость, вопреки тому, чему нас учили, истинная сила, а чувствительность, не хрупкость, а живая интуиция. Именно она поддерживала нас в огне, поддерживала в тишине, соединяла нас с божественным. И в этом скрытый дар переживания пробуждения мы не просто меняем свое существование, мы меняем свой уровень сознания. Вы становитесь носителем чего-то большего, живой молитвы, живой истины, и эта истина расширяется не через широкие жесты, а через качество вашего присутствия. В том, как вы смотрите кому-то в глаза, в том, как вы предлагаете пространство без осуждения, в том, как вы говорите правду, даже дрожащим голосом. Вы становитесь лекарством, просто будучи собой. И миру это нужно. Не искусственная версия, а настоящий я. Беспорядочное и мистическое, конкретное и дикое, сияющее и осознающее тьму. Тех, кто знает ног и все же выбирает цвет. Тех, кто отбросил траур и теперь движется с изяществом. Тех, кто помнит, что сила – это не господство, а подлинность. Когда буря вернется, а она обязательно вернется, мы уже не будем потрясены, как прежде, потому что фундамент построен не на ролях и масках, а на правде. Корни укоренились под поверхностью, в глубокой почве подлинности, и правда не рушится. Она может колебаться, вибрировать, но не ломается. Теперь мы способны поддерживать себя, а иногда и других, воплощая священный парадокс. Быть одновременно человеком и сверхъестественным, хрупким и божественным, тенью и светом. В этой интеграции заключена свобода, которую больше нельзя отнять, потому что она приходит не извне, а из отказа от страха падения. Мы были разбиты истиной и собраны заново благодатью, pogruszeni w глубины бессознательного и вынырнули со священными фрагментами, заситыми в наших душах. Теперь нас сопровождает спокойное доверие, не то, кто провозглашает непреложность, а то, что слушает, наблюдает и понимает без хвастовства. Вы больше не чувствуете необходимости убеждать кого-либо в своей идентичности, оправдывать свой путь или отстаивать свою ценность. Жизнь – это уже не защитная реакция, а декларация существования. Молчание становится красноречивее слов, а одно лишь присутствие исцеляет лучше любых объяснений. Пробужденная душа не ищет подтверждения, она излучает подлинность. И когда вы живете в гармонии со своей внутренней сутью, Вселенная отвечает не аплодисментами, а резонансом. Нужные люди появляются, события разворачиваются не потому, что вы манипулируете реальностью, а потому, что вы наконец-то вибрируете на ее истинной частоте. Пробуждение – это не трофей для демонстрации и не точка прибытия, а повторяющийся цикл. Ритм, в котором чередуются смерть и возрождение, свет и тень, знание и забвение. Будут моменты смятения и периоды молчания, которые подтолкнут нас к более глубокому погружению. Но на этот раз мы не будем бояться нисхождения.
ибо тома больше не будет восприниматься как неудача, а как приглашение. Май понимаем, что исцеление нелинейно, что нет конектной формы, а есть лишь непрерывное становление. Чем больше мы развиваемся, тем больше мы отказываемся от необходимости контролировать, сдерживать, предсказывать, выбирая довериться текению собственной судьбы. В этом доверии мы открываем священное пространство, в котором мы больше не пытаемся убежать от себя и наконец оказываемся дома, именно в нашей собственной уверенности. И именно в этом внутреннем доме реализуется мысль Юнга. Свет достигается не воображением, а освещением нашей собственной тьмы. Вглядываясь в бездну, человек вновь обретет свое «я». Не то, что было создано для выживания, а то, что всегда ждало в глубинах тишины. Он обретет свой собственный голос, не как эхо другого, а как изначальную вибрацию, рожденную в костях. Он выходит из сна о том, кем он должен быть, и возвращается к истине того, кем он является. В этой истине мы открываем любовь, которая не просит ограничений, силу, которая не просит доминировать, свободу, которая не просит уклонения. Мы находим тишину, способную сдержать хаос, и ясность, которая разбивает иллюзии, непоколебимое присутствие. Мы больше не те, кем были когда-то, и в этом заключается чудо. Ты не пытаешься вернуться назад, ты учишься подниматься. Возможно, в этом и была цель. Не получить ответы, а растворить вопросы, которые тебя пленяли. Не искать свет, а научиться эгонести. Не чинить то, кто, как ты считал, сломано, а обнаружить, что на самом деле нет ничего дефектного, лишь скрыто. Без слоев, скрывающих истину, не остается ничего. Чем можно было бы стать, только воплощаться. Путь ведет не от себя, а к себе, и, ступая босыми ногами по звященной земле и дыша, вмещающим в себя века, человек теперь движется вперед не как ищущий, а как недени. Мы движемся вперед не ранеными, а исцеленными, не как маска, а как живая душа, пробужденная и целостная. Мы видели, а видев мы вспомнили, и вспоминая мы стали, а становясь мы наконец свободны. В этом возвращении к себе нет шумного триумфа, но есть тихая суверенность, которая вибрирует под кожей, словно древняя клятва. Ты прошел сквозь руины, внутренний огонь, бесконечные ночи и тишину, тяготеющую, как эпохи, и все же ты здесь, более укорененный, более обширный, более истинный, чем ты когда-либо мог себе представить, с душой, которая больше не просит света, потому что научилась его генерировать. Если это путешествие затронуло что-то тайное в вас, предложите мне свою поддержку как символический жест резонанса. Не для меня, а как освящение вашего собственного путешествия, как молчаливое утверждение присутствия и мужества. Спасибо, кто прочитали этот текст с энтузиазмом и открытым сердцем. Желаю вам ясного, торжественного и устойчивого прогресса. Пусть каждый шаг будет возвращением, каждый вдох нахалом, каждый выбор актом истины. С глубоким уважением, с искренним почтением и с приветствием, вибрирующим древним светом. Оставайтесь верны себе, остальное встанет на свое место.